Включается. Все. Так. Сейчас, секунду. Добрый день, так, уважаемые, не знаю, как обратиться к вам, слушатели, студенты, не студенты, работающая молодежь. Очень приятно перед вами выступать. Спасибо тем, кто пришел вовремя. Очень ценим ваши усилия, вашу активность очень большую. Сегодня у нас запланировано на нашей московской сессии 3 выступления. Я начну. У меня, наверное, будет самая продолжительная речь, самое продолжительное выступление. Затрону несколько аспектов. Ничего про IT в моей речи не будет, но будет много очень других интересных вещей. Мы поговорим с вами про образование, мы с вами поговорим про персональное развитие, про то, каким образом искать работу, есть ли шансы. Поговорим про прохождение интервью, про те правила при построении карьеры, которые нужно учитывать. И я вам расскажу, поделюсь своим опытом работы в коллективе. Есть базовые вещи, которые необходимо тоже знать и понимать. Формат общения нашего я предполагал немного другой, поскольку предполагал, что будет существенно больше людей, поэтому немного его переиграю. Немного от этого формата отойду. В ходе моего выступления призываю вас задавать вопросы, останавливать меня, что-то там дополнительно спрашивать, чтобы у нас было все-таки интерактивное общение, и все вынесли какую-то пользу из этого. Давайте начнем. Первая часть затрагивает знакомство с вами. Собственно говоря, немного расскажу про себя. Я на текущий момент являюсь заместителем генерального директора, партнером компании «Финэкспертиза». «Финэкспертиза» — это международная сеть консалтингового и аудиторского бизнеса. Мы активно развиваем филиальную сеть. На прошлой неделе мы приняли полного члена компанию из Армении, которая спустя буквально пару недель будет носить название «Финэкспертиза Широкомут». Широкомут — это какое-то местное поселение, из которого вышли учредители нашего армянского партнера. 3 недели назад мы приняли в нашу сеть турецкого партнера. Компания будет носить название «Финэкспертиза Адалия» и базироваться в городе Анталия. Конечно, тут сейчас определенно есть негативные для нас подвижки. Тем не менее, мы надеемся, что в долгосрочной перспективе ситуация она изменится к лучшему, и по-прежнему будет очень сильно востребована кооперация в сфере услуг между Россией и Турцией. В наших планах присоединение еще 2 членов до Нового года — это Казахстан и Беларусь. С Беларусью есть договоренность, у нас там тоже есть потенциальный партнер, с которым надо поставить подпись под договором. С Казахстаном сложнее, мы ездили в Казахстан, но поездка оказалась неудачной. Продолжаем искать. Будем искать такие же, но с перламутровым пуговицей. Надеюсь, мы найдем хорошего партнера там. До работы в Финэкспертизе я являлся финансовым директором, вице-президентом машиностроительной группы, которая имела в своем портфеле активов несколько заводов станкостроительных в России. Это Коломна, Рязань, Иваново и Стерлитамак. Знакомый, наверное, многим городам. Завод имени Ленина, собственно говоря, тот, который тоже вошел в нашу группу. Плюс ко всему небольшое производство шлифовальных станков в городе Москва, в районе метро Саверовская. До этого я потратил 15 лет на работу в компании «Большой четверки». Начинал в компании «Артур Андерсон», которая в дальнейшем перетекла в практику компании «Эрнст & Янг». В «Эрнст & Янг» я работал больше всего, собственно говоря. Поэтому опыт у меня такой весьма разнообразный. Частью этого опыта я с вами с удовольствием поделюсь. Тот, кто присутствовал на нашей подобной встрече год назад, найдут там какие-то общие вещи. Тем не менее, много нового я выскажу, поскольку все динамично, мы не стоим на месте, и жизнь, она учит многому. Тем более вот этого опыта, такого, скажем так, негативного, кризисного, его никогда не бывает более чем достаточно. Он каждый раз принимает совершенно новые формы. Об этом мы тоже поговорим. С чего мы начинаем? Начнем мы с того, что вообще цель моего выступления — это личностное развитие персонально. Какие аксиомы существуют? Необходимо понимать о том, что все мы стартуем с разных условий, совершенно. Начиная с того, что кто-то у нас мальчик, кто-то рождается девочкой. Уже на входе неравные у нас возможности, они присутствуют. Да, это тоже можно обсуждать, можно соглашаться и соглашаться, это так. У нас разные гены, соответственно, у нас разные входные данные по состоянию здоровья.
у нас разные возможности по обучаемости, у нас разные таланты, у нас, собственно говоря, много чего мы приобретаем. Да, среда у нас разная. Кто-то родился в деревне, там, в каком-то ауле дальнем, там, у которого не то, что там интернета нет, там, книг нет. Кто-то в городе Уфе родился, кому-то в Москве повезло, в Нью-Йорке, там, так и далее. То есть базовые данные, они разные. Это надо отдавать себе отчет. Да, нужно понимать. Просто я вот вас пытаюсь отвести вот базу вот этих посылок, которые есть, в том числе в мотивационной литературе, о том, что вот все равны и у всех все получится. Это не так, это иллюзия большая, да? Поскольку входные данные разные. Что можно с этим сделать? Можно поменять и нужно менять среду, если вас не устраивает среда. Здоровье можно поддерживать и можно улучшать, да, и существуют современные методы медицины. Равно также и навыки можно и нужно их развивать, ими нужно заниматься. Вот вопрос, который я хотел задать, если бы здесь полная аудитория сидела, мы потом еще статистически провели какой-то анализ, но мы этого сейчас делать не будем. Вопрос к вам, какими базовыми навыками вы обладаете. Этот вопрос я задавал и год назад. Почему этот вопрос важен? Потому что он заставляет человека посмотреть на себя в зеркало объективно, понять, что ты вот реально из себя представляешь. Каждый человек себя очень сильно любит, это нормально. Там, да, есть такой даже инстинкт, он называется материнский инстинкт по отношению к себе. Да? То есть каждый человек считает, что он лучший, что он способный, его недооценивают и там, так и далее. Но когда я задаю вопрос, какими навыками вы обладаете, вот начинается критичный процесс обдумывания этого вопроса. Этот вопрос мне задал мой дядя, когда мне было там 12 лет, там, условно говоря. Да, он меня вот так поставил и говорит, вот ты вот такой вот бегаешь здесь, там, да, а это было на летних каникулах, говорит, а вот что ты умеешь? И я задумался, что я умею. На тот момент я ответил банальные вещи, я сказал, я умею там, читать. Он говорит, ты молодец. Это там 99% людей это делают. Я могу писать, еще 99%. Что в тебе есть такого, чего нет в других? То есть в чем твое, условно говоря, преимущество? Он не сказал слово преимущество, но он к этому подводил, собственно говоря. Что вы умеете, какими профессиональными навыками вы обладаете к этому моменту? Следующий вопрос, который бы я задал большой аудитории, я бы спросил, какие навыки вы развиваете в данный момент, то есть чем вы сейчас занимаетесь? Поскольку основная часть аудитории студенты, я предполагаю, что ответ был таков, что я занимаюсь своим профессиональным обучением каким-то там, да? Это хорошо, но параллельно, то есть с вами одновременно, вот целая аудитория людей, если бы здесь сидела, она занимается ровно тем же самым. Она получает тот же самый объем навыков, который получаете вы. Вот задумайтесь все-таки о том, что вы умеете, чем вы отличаетесь от других. Далее, это было вступление, то есть мы здесь там создали некую напряженность, я надеюсь, там для кого-то каждый задумался об этом немного. Теперь у меня есть отдельный как бы блок как для студентов, так и для аспирантов, который касается и выпускников, который касается вопроса образования. Я зачастую слышу о том, что люди в качестве одного из своих достоинств преподносят наличие второго образования. Кто-то говорит, да у меня 3 образования, да у меня дипломов там куча там какая-то. Вопрос, который у меня возникает к этому человеку, а что тебе вообще в жизни было нужно? Зачем ты потратил такую кучу времени, получая экономическое, параллельно юридическое образование, а начиналось все с какого-то, даже у кого-то с политологического образования. Есть такие примеры, да, конкретные, которые с нашими друзьями, они происходили. Это огромное вливание времени. Время – это наиболее дефицитный ресурс, который у нас есть. Время нужно тратить с умом, потому что, возможно, есть ощущение сейчас, когда у тебя 20 лет, 21 год, 22, 25, 28, что у тебя прорва времени. Это иллюзия. Времени очень мало. Время стремительно уходит. При этом, чем вы становитесь старше, тем быстрее темп этого времени, ощущение этого времени все быстрее. Да? Поэтому откладывать на потом какие-то вещи, которые нужно решать сейчас, это недальновидно. Вопрос про образование. Вот сейчас вопрос тоже был для большой аудитории, у нас маленький, но я вопрос задам. Правильно ли вы выбрали свое образование? Как вы считаете вот сейчас в данный конкретный момент? Кто считает, что образование он выбрал правильно, само направление? Я не говорю про вуз, про направление. Вот руки поднимите. Кто за? Правильный выбор. Уважаемые зрители, у нас по сути получается так, что 50% руки в аудитории не подняли. Это страшная цифра, собственно говоря, которая говорит о том, что целеполагание изначально оно было неправильное. То
То есть мы, условно говоря, можем посчитать, потому что 5 лет жизни, ну, со скидкой, с определенным дисконтом, оно потрачено зря. По сути так, да, я понимаю, что в течение этих 5 лет вы получали какие-то дополнительные навыки, там так и далее, да, но вот будем честны, там, да, 5 лет, оно, условно говоря, вылетает в трубу. Вы за эти 5 лет, это было продолжением школы, было приятно в каких-то социальных там участвовать в мероприятиях, опять-таки взрослеть, общаться там со своими сверстниками, но профессионально вы 5 лет потеряли. Да? Поэтому я не призываю сейчас грустить очень сильно по этому поводу, но если кто-то в моменте это осознает и еще не слишком поздно, примите волевое решение, вот именно волевое, поменяйте профиль, смените вектор обучения. Много примеров есть, очень успешных, когда люди меняют направление в рамках одного вуза, меняют вуз, переходят в другой вуз, меняют город, уезжают там просто в другой город. Это очень хороший пример, для меня показательный, там тоже наши там, здесь земляки в Москве. Одна девушка начала образование в медицинском вузе, у нее было определенное направление. Вот она для себя определилась, она хочет быть специалистом в области фармацевтики. И она пошла по этому направлению здесь, поступила в хороший вуз, который считается здесь в Москве. Но она видела о том, что тот объем знаний и то их качество, которое она получает, оно недостаточное. Она нашла в себе силы, желание и волю и переехала в город Пермь. Вы представляете, из Москвы сесть и переехать в Пермь. Для кого-то там, я не знаю, там, люди подумают о том, что ну что это такое, там, да, что это за город. Но вместе с тем в Перми есть очень сильный вуз, который готовит людей именно в этой тематике. Она сейчас очень сильно довольна тем, что приняла это решение. Качество образования высочайшее там просто, да? И тот уровень знаний, который она получает, ее устраивает. Вот такое волевое решение, там, выход из зоны комфорта, у которого был. То есть, опять-таки, почему важно как можно быстрее принять решение? Лучше потерять год, условно говоря, потерять 2, потерять 3, чем потерять всю жизнь. Потому что последствия неправильного, нехорошего решения, они могут быть негативны, а может быть кое-где и трагичны. Поэтому я понимаю, что во многом для нас таким профессиональным ориентиром являлись наши родители, но, друзья, пришло время наконец-то самостоятельно там, своей головой подумать и принять свое собственное волевое решение, что нужно именно вам. Поэтому вот над этим вопросом я предлагаю тоже очень сильно задуматься. Теперь вопрос именно к московской аудитории. Вопрос, почему вы приехали в Москву? Чем обусловлен ваш выбор вуза, либо места работы Москвы? В чем была причина? Кто-нибудь прокомментирует. Вопрос открытый. Почему Москва? Больше возможностей. Возможности чего? Развиваться, но все равно вести больше в Москве, не знаю, и московских людей больше видят на работу. Вот сразу несколько причин названо. Там, да, мне понравилось, что вот сразу изначально мы сказали про возможности. Да, потому что изначально считается, что уровень московских вузов он выше, чем уровень региональных вузов. Это далеко не всегда является правильным. Да. Есть прекрасные вузы и в регионах. Вот про Пермский я сказал пример. В Томске замечательный юридический факультет, допустим, в университете. Есть замечательный финансовый Казанский университет там какой-то. Да. Есть везде преимущества. Вопрос в том, что Москва, помимо академических преимуществ, предоставляет значительное карьерное преимущество и возможности для развития. Вопрос в том, используете ли вы эти возможности в полной мере. Допустим, я могу сказать про себя, потому что я учился в 90-е годы, в середине 90-х, конце 90-х. Было весьма тяжелое время, но даже в то время были возможности в Москве. Они были выше, чем в регионах. Я, к своему там, большому стыду, использовал не в полной мере эти возможности, которые представлялись нам. Да? Поэтому я и обращаюсь, собственно говоря, к вам с призывом использовать на полную катушку эти возможности. К сожалению, я зачастую вижу о том, что наши земляки, они живут в очень узком формате своего студгородка, не высовывая носа куда-то там очень сильно далеко. Там, да? Это большая ошибка, вы тратите время, вы тратите деньги своих родителей, которые оплачивают вам сюда переезд, проживание, там, собственно говоря, так и далее. Не выходя из зоны там, своего университета, вы не получите полного спектра вот этого ощущения преимуществ Москвы. Вот по честному вопросу, а зачем тогда ты здесь был? Да? Это в плане критики
критика, она обоснована для многих, собственно говоря. Тоже призываю над этим задуматься. Почему ценно образование? Я дам один пример, который тоже там регулярно привожу. Это пример того, каким образом себе строят, видят построение карьеры в других странах. Два предположенных примера я вам дам. Первый пример – это там, Индия, Пакистан, условно говоря, вот этот вот регион. Да. Мои коллеги в области финансов, в области профессиональных услуг видят себе следующую логику. Они заканчивают школу, по завершении школы они получают образование там, в уровне колледжа, да, то есть они тратят 2-3 года, это некое там, среднее образование. После этого они не спешат идти в институт. Почему? Поскольку они получают специализированное образование, специализированные квалификации. Они известны в области финансов широко, это там CPA, это программа американская, профессионального аудитора-бухгалтера, либо ECCA, это европейская квалификация, либо CFA, финансовый аналитик, либо СИМА, управленческий учет, там, так и далее. На это, в зависимости от своих способностей, они могут потратить от полугода до 2 лет. Вот они концентрированно занимались, сдавали только эти экзамены. Экзамены, кстати, большая часть из них англоязычная. Сдали экзамены, после этого переезжают куда-то на Ближний Восток, едут в Европу, и там работают простыми, там, не знаю, там, контролерами финансовыми, бухгалтерами. То есть вот эта квалификация, а не диплом колледжа, там, собственно говоря, позволяет им осуществлять свою профессиональную деятельность. Давайте посчитаем. Условно говоря, закончили они школу 16 лет, 2 года потратили на колледж, и пусть даже там год-два они потратили на получение профессиональной сертификации. В 20 лет они уже не просто выпускник какой-то, условно говоря, у них уже есть профессиональный навык, он профессиональный оценщик, он профессиональный финансовый аналитик. Соответственно, начинает работу в международных компаниях, доходит до определенного уровня, сразу начинает зарабатывать деньги, доходит до определенного профессионального уровня, после этого решает, нужно ли ему дальнейшее образование, MBA какой-то там, да, условно говоря, или докторская программа какая-то. Если это нужно, он параллельно с работой получает эту степень. То есть там все быстрее, там нет вот этой раскачки, которая есть у нас. У нас доля выпускников вузов молодежи, она зашкаливает. Мне кажется, практически нигде нет такого процента людей с высшим образованием, как у нас. Вместе с тем, качество нашего людского персонала, оно оставляет желать лучшего. Потому что я говорю обоснованно, поскольку я вот опять-таки в рамках своей деятельности занимаюсь подбором персонала в том числе. Это очень большой вопрос, это очень большая проблема. Теперь, то есть их преимущество. Наша модель какая? Наша модель 11 классов, да? Хотя сейчас от этой модели уже кто-то отходит, и это можно только приветствовать. После этого бакалавриат, после этого магистратура, после этого кандидатская, чтобы в армию не ходить, там, так и далее. Идет колоссальная потеря времени, там, да? Уходит время просто. Там, да? Я сам кандидат экономических наук. Да? Вопрос в том, насколько это было нужно мне, это большой вопрос, собственно говоря. Опять-таки, вот я честен с вами. Пока я возможности раскрыть этот потенциал, я не нашел. Единственное, что в процессе переговоров ты приходишь с визиткой, где написано там кандидат экономических наук, и тебе дают визитку с визиткой доктор технических или кандидат технических наук. Но это возможность там завязать вот этот small talk, первый какой-то разговор, там, установить контакт. Все. Пока вот для меня это максимум, который там есть. Поэтому вопрос именно построения карьеры своего, и включая образование, он очень важен. Нет универсальных решений. Я призываю здесь тоже подходить к этому вопросу творчески, а не классически. Опять-таки, нужно ли дополнительное вузовское образование? Это зависит от того, куда вы развиваетесь. Если вы идете в науку, ответ, несомненно, да. Если вы строите свою карьеру в какой-то другой плоскости, подумайте, а может быть вам лучше получить за это же время потратить на получение специфических знаний, профильных знаний, получить какую-то международную сертификацию. На это тоже следует обратить внимание. Вот по области образования есть какие-то вопросы, либо там комментарии? Это мои мысли. Вот я таким образом вижу ситуацию. Там, да? Я поэтому какой-то собственный опыт и позитивный, и негативный до вас пытаюсь донести. Опять-таки, негативный опыт, он все же более важен, чем позитивный, потому что негативный, человек больше думает о нем, да? Он больше склонен его анализировать. Хорошо. Перейдем к следующему блоку. Это блок персонального развития.
Зачем нужно развиваться? Вопрос к аудитории. Зачем это нужно? Дольше жизнь. Да вот не обязательно. Вот не обязательно, что дольше развитие, оно дает продолжительность жизни увеличивает. Качество жизни лучше. То есть, хорошо, то есть через собственное развитие мы получаем более высокое качество жизни и, как следствие, более высокую продолжительность жизни, да? Да. А развиваться в чем? Персональное развитие, вот в любом аспекте, там, да? Давайте посмотрим свое профессиональное развитие и карьерное развитие. Зачем это нужно? И, наверное, ряд возможностей вообще перепрофилироваться даже в различных сферах. Например, ты обучаешься в одном направлении, параллельно учишься в другом направлении. Здесь у тебя карьерный рост может тоже, в зависимости от возможностей, например. Здесь уже интерес пропал, ты перепрофилировался. Ну, это распыление, то есть, соответственно, там фокус тогда теряется, нет? У каждого бывает, как он говорит, допустим, учился, да, ему неинтересно стало, пошел в другой, да, он нашел себя здесь. То, что работал там 10 лет Да. на заводе, а потом перешел в другой. Вот очень хороший комментарий, он знаете, что характеризует? Здесь у нас представлено два поколения, очень важный момент. Там, да, есть, как их называют, иксы, игреки есть, еще кто есть еще поколение Z. Там, да, то есть, соответственно, кто родился после 2000 года, мне кажется, по-моему, Z это называется. Там, вот, мы точно иксы, там, да, собственно говоря, вот, старшие товарищи, которые сидят. То есть для нас, давайте чуть-чуть здесь вот отступим на эту тематику, потому что это надо тоже понимать. Я очень сильно учитываю это в своей работе. Я признаю эту теорию, я понимаю, что она работает, и я не игнорировать ее не могу. Мое поколение, оно, скажем так, росло в сложных достаточно условиях на стыке эпох, скажем так, да, и мы, в принципе, вот детство, там очень такой нежная пора, мы ощутили на себе эти изменения, и мы ощутили вот эту значительность этого вызова. Поэтому мы готовы много давать, мы готовы много вкладывать, собственно говоря, мы готовы много работать упорно, вне зависимости от того, там, какая среда, там, да, потому что вот у нас есть опасения, у нас есть опасность кругом, и мы поэтому бьем в одну точку для того, чтобы свою семью обезопасить, себя обезопасить. Вот это наши отношения. Там, да. Вот творческое ваше что-то такое для нас вторично, собственно говоря, вот эта составляющая. Ну, у нас есть первичные потребности, есть вторичные. Для поколения Z это не так. Там, да, опять-таки, вот как тоже там пишут, там, возможность самореализации – это вопрос номер один. Вот для поколения Z. Там, да. То есть для вас важно не просто построить карьеру, для вас важно, как вы в этой карьере сможете свои характеристики там, развить, там, так и далее. Там, да. Для меня в чем-то это непонятно, что-то я из этого понимаю. Да. То есть, опять-таки, вот вашему поколению, с теми людьми, с которыми я общаюсь, характерно, зачастую я слышу о том, что я делаю предложение. Приходит молодой человек, я говорю, вот смотри, мы развиваем новое направление, у меня есть новый департамент, но мне необходимо, чтобы ты, на 5 месяцев уехал в командировку, получил там определенные навыки в этой профессии, ты весь следующий год-два, ты будешь работать там допоздна, условно говоря, потому что ты должен будешь отстроить эту службу. Но ты получишь то-то, 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 ты станешь экспертом в этой области, ты получишь руководящие навыки. Я такой весь сам очень мотивированный там, на эту речь, а он мне говорит, вы знаете, ну, я очень благодарен, там, да, но вот у меня другие планы, там, да, я уже там, все, у меня фотокурсы, и я не могу никуда уехать, там, да, на месяц не могу уехать, там, да. И все, мне уже, все, мне не очень говорить там этому человеку, я просто его не понимаю, там, да, скажем так. Разные, потому что целеполагания, разные подходы. Да, конечно. То есть здесь вот как здесь разные подходы, там, собственно говоря. Эти разные подходы, их тоже надо учитывать. Без их учета у тебя ничего не получится, собственно говоря. Поэтому, говоря про развитие, я прежде всего говорю про создание конкурентных преимуществ личностных. Какие преимуществами вы обладаете? Я в самом начале спросил, чем вы лучше, чем вы остальные? Что в вас есть? Да? Под развитием мы подразумеваем создание этих преимуществ. Теперь смотрите, еще заходя в самое начало, то, с чего мы начали. В идеале, конечно, было бы хорошо, чтобы в начале вот именно взрослой жизни каждый определился, что ему в жизни нужно, что человек хочет в жизни. Я этот вопрос задавал в прошлый раз. Что вы хотите? Вот еще раз спрошу.
Мечта. Кто-то хочет мечту реализовать. Еще, какие же желания? Что вы хотите? В конечном итоге, что вы хотите? Ну да. Все с детства начинается. Я отвечу за вас. Вы хотите быть счастливыми. Вот у каждого человека ответ один. Можно меня не обманывать там, да? Вы хотите быть счастливыми. Как достичь этого счастья, у каждого человека свой рецепт. Да? Кто-то, для кого-то очень важно быть рядом с родителями всегда. Вот у него, это его рецепт счастья. Для него любое развитие, которое есть там, да, если оно его отдаляет от его родителей, это трагедия, это не его путь. Да? Для кого-то важно самореализоваться, для кого-то важно его личное «я», для кого-то важно реализоваться в обществе. Там, да? Поэтому все-таки вот это стартовая точка. Если вы поймете, что вы хотите, это здорово тогда. То есть это хорошая стартовая точка. И от этой точки надо свое персональное развитие строить. Потому что, как я уже сказал в самом начале, есть естественные ограничители, лимиты. Вы не можете эти лимиты преодолеть. И поэтому переживать из-за того, что вы не можете преодолеть эти лимиты, не стоит. Просто надо отпустить. Говорят, отпусти. Вот отпусти. Это не твое, условно говоря. Да? А есть те лимиты, те ограничения, которые вот ваше целеполагание, вообще жизненная ориентация на вас налагает. Да? К примеру, вот кто-то говорит, вот не уеду я. Знакомых, сколько знакомых, которые говорят, да что я там не видел, да зачем я вот тут посижу там просто, там, да, мне и так хорошо. Я приезжаю каждый год там, в Башкортостан, и мои друзья, там, как бы получается так, что они не видели 10-й части того, что есть Башкортостан, да, из того, что видел я. Он живет в Уфе, вот он там 365 дней в году. Нет, он этого не видел. Там, да. Это вопрос все-таки, опять-таки, ориентации человека, который есть внутри. Развиваться нужно для того, чтобы получить эти конкурентные преимущества. Что дают конкурентные преимущества? Как вы их используете, эти конкурентные преимущества? Вот они у вас есть, вы их приобрели. Что дальше? Что дальше? Получили, что вы будете с ними делать? Как? Как? Для чего? Для выгоды какой? Выгоду давайте определять. Разные выгоды есть. Какая выгода? В чем выгода? Деньги, зарплата, да? Материальная и Духовная там какая-то реализация. Еще что? безопасность, наверное, да? Безопасность там есть такой. Да? Вы, в принципе, основную часть, я для себя определил следующие вещи. Реализовать свои планы – это мечта. Если есть способность, можно реализовать мечту. Заработать доверие, внимание, расположение, деньги, благополучие, место в обществе, обеспечить безопасность свою и своих близких. Вот целый ворох возможностей, если у вас есть эти компетенции. Да? Есть очень интересная теория. Я когда работал в компании Ernst & Young, она международная, она очень инновационная и интересное место для работы, поэтому это в плане небольшой рекламы. Там, да, неплохо начинать карьеру именно в таких компаниях. У меня было 2 ступени, которых я достиг. Первая ступень, которую я достиг, там есть позиция senior, там такая, там senior, это руководитель там, проверок выездных, там, которая осуществляется. И есть вторая позиция, которую я там достиг в какой-то момент, позиция менеджера, это руководитель нескольких проверок. На переходе из одного состояния в другое проходят тренинги, именно управленческого характера. На переходе на позицию вот этого синьора у меня был тренинг, логика которого состояла в том, что давайте найдем свои слабые стороны и выработаем план, как работать со слабыми сторонами. Сели там, тестирование мощное, там, да, там, 2 дня тесты заполняли, потом смотрим, я смотрю так, и мне неприятно. Старую теорию признали не самой пригодной и взяли сильные стороны. И философия направлена на то, чтобы определить свои самые сильные стороны и уже с ними работать, усиливать сильные стороны. Я для себя из всей этой темы вынес опыт такой, я сгенерировал то, что важно использовать свои сильные стороны, их укреплять, но свои слабые стороны нельзя бросать там на ветер. То есть необходимо их довести до минимально приемлемого уровня. Пример. Нет у меня способности к языкам, ну вот вообще нет. Там, да, я очень часто это слышу, что ну, никак у меня с языками. Там, да. Но, дорогой, ты пойми о том, что без языков в современном мире ты не можешь развиваться, ты можешь забыть про развитие просто. Там, да. То есть тебе придется все-таки довести языки до какого-то минимально приемлемого уровня. Ну, придется, а куда деваться там, да? То есть это твоя слабость, но ты эту слабость должен до какого-то уровня поднять. А вот с сильными сторонами впереди у нас целая жизнь, собственно говоря. Сильные стороны – это то, что нас тащит. Это создает наши основные
конкурентные преимущества. Вопрос, то, что развивая свои навыки, мы увеличиваем свою капитализацию. Что такое капитализация? Классически, есть экономисты. Но это по-простому. А вот термин капитализации какой? Это когда часть там, прибыли, там, собственно говоря, капитализируется там, в виде добавочного капитала. Это классически. Далее, более практический пример, там, да, это определение стоимости там, компании либо человека. Говоря про человека, каждый человек имеет определенную стоимость на рынке труда, собственно говоря. Там, да. Это понятно. Каждый, кто здесь понимает, сколько он стоит на рынке труда? Руки поднимите. Вот кто знает, я стою столько-то. Уважаемые зрители, руки подняла, наверное, четверть аудитории. То есть 3/4 представления не имеют, сколько они стоят на рынке труда. Это очень плохо. Почему это очень плохо? Потому что я могу вами манипулировать. Мне очень легко купить вас дешево. Да? За полцены я вас могу взять. Почему для вас плохо? Потому что вы продаете свое время, вы продаете свою жизнь, вы здоровье, навыки, умения продаете дешево. Да? Это плохо. Вопрос в том, что понимать, какова твоя личная капитализация. Об этом нужно знать. Поэтому мы далее, там, следующий блок затронет интервью, собеседование, там, так и далее, здесь карьерный рост. На интервью важно ходить, даже когда у вас все сработает хорошо. Вы довольны, там, да, вы всегда должны понимать, сколько вы стоите. Хотя бы раз там, в 3 месяца, раз в полгода сходите на интервью, дойдите до цифры конкретно, пусть вам сделают оффер, вы должны понимать, сколько вы стоите. И если ваша стоимость снижается, вопрос, все ли вы делаете правильно, все ли у вас хорошо, все ли хорошо в вашей сфере, в которой вы работаете. Чтобы дать какой-то вот именно для молодых людей, там, девушек, которые только начинают свою карьеру, мне тоже называли такую цифру, я не знаю, я подвергаю ее сомнениям, но это правило со мной в первые там, несколько лет, оно все-таки работало. За 4 года ваш доход должен удваиваться. То есть, условно говоря, вы сейчас окончили институт, начали работать на зарплате 30 тысяч. Если через 4 года у вас 60, это нормально. Если еще через 4 года у вас 120, это нормально. Но в какой-то момент, естественно, правило уже все. Вы достигаете предела, но вот это нормальная как бы, прогрессия увеличения там, дохода, собственного дохода. Таким образом, личная капитализация определяет стоимость на рынке труда и вашу востребованность. Каким образом увеличить капитализацию? Как это можно сделать? Получить дополнительные навыки, опыт, знания, контакты, набрать там каких-то активов. Опять-таки, с течением времени мотивация вот эта денежная, она может отойти на второй план. И она часто отходит на второй план. Вначале, все-таки вот именно вопрос денег, он очень важен. Да, потому что вам надо снимать квартиру, оплачивать свои расходы. Но потом у вас уже, вы получаете несколько предложений, вам есть с чего выбирать. Вы там смотрите, ага, вот тут у меня такой-то функционал, здесь у меня такие-то возможности, здесь у меня такая-то позиция. А деньги везде одинаковые, скажем так. Вы уже начнете выбирать, что вам более интересно. Теперь важный момент, которым хотел бы там, своим видением поделиться, опять-таки в большей степени там, для студентов, для молодых специалистов. Полноценное развитие вот это вот, ваше, оно невозможно без достижения свободы. Свобод много, разных совершенно. Там, да? Начиная от свободы мышления. Необходимо избавиться от штампов, которые у вас есть в голове. От неправильных, от тех из них, которые неправильные. Освободить мышление. Да? Потому что сейчас мы наблюдаем там, общую некую там, истерию, там, да, когда мы все думаем в одном направлении. У нас нет альтернативных взглядов на вещи там, просто. Да? У нас нет альтернативной подачи. Поэтому анализируйте факты. Освободите свое мышление от стереотипов. Не формируйте свой собственный взгляд на вещи, там, чтобы у вас был личный взгляд на вещи. Пусть он отличается значительно, незначительно, либо совпадает, но пусть это совпадение, либо отличие будет результатом вашего собственного мыслительного процесса. Не будет свободы мышления, и развития у вас не будет. Там, да, у вас будет узко, там, собственно говоря. Без свободы мышления вы можете идти в армию, вот, академию Генштаба, там, у вас карьера сложится очень хорошо. Поэтому вот, эту свободу вы должны реализовать, достичь этой свободы. Следующее – это свобода совершенствования. У вас должен быть обеспечен доступ к знаниям, к экспертам, к лучшим практикам. Находясь в Москве, у вас есть эта свобода. Используйте эту свободу. Она имеется в наличии.
На самом деле, даже где бы ты ни находился, везде есть библиотеки, везде есть интернет, везде должны быть такие возможности по этому доступу. Следующая свобода, которая есть, это свобода принятия решений. Вы должны быть независимы в принятии решений своих. Я понимаю, что эта свобода может быть ограничена определенными обстоятельствами, которые есть, семейные обстоятельства, там, да, ну вот, не знаю, состояние здоровья какое-то. Но постарайтесь добиться максимальной свободы и в этой области. Следующая свобода, это, которую мы частично затронули, свобода передвижения. Вы должны обладать способностью, возможностью поехать туда, куда вам нужно. Проходят интересные конференции там, в городе, не знаю, Перми, там, да. У вас должна быть возможность туда поехать. Интересные конференции в Париже. Собираемся, едем, вне зависимости от обстоятельств. У вас должны быть на это средства, должна быть такая возможность. Очень важно. Человек работает. Да, что? Человек работает, как он сказать. Человек работает, обеспечь себе эту свободу в рамках своей работы. Переговори, объясни. Пойди к своему там куратору, руководителю, скажи, для моего развития мне необходима вот такая-то вещь. Нет, для вас нет, тоже будет. конкретный случай, если человек работает. Если, ну, я понимаю, если он работает, тем не менее можно договориться о том, что ты куда-то все равно выезжаешь, собственно говоря. Там, да. Всегда можно договориться. Кто бы ко мне не пришел, там, из моих подчиненных, если он нормально аргументирует, скажет о том, что мне это нужно потому-то, потому-то. Может быть, я ему даже поездку оплачу, собственно говоря, если я считаю, что это его разовьет и это добавит плюс в моей организации. Все очень просто. Поэтому это важно. Есть даже, я опускаюсь до банальности, есть свобода питания. Извините, у вас должны быть в кармане деньги, чтобы вы могли пойти и поесть в любом месте, собственно говоря. Там, да? Вот кажется, что это банальность. На самом деле не совсем это банальность, это надо понимать. Надо иметь собственный бюджет развития. Вы должны иметь возможность направить деньги в развитие. Там, да? Необходимо вам изучить язык. Вы должны иметь возможность направить часть бюджета на какие-то курсы. Там, да? Вот эту свободу надо достичь ее. Без этих свобод вы будете вот в этом ящике своем, у вас не будет возможности развития просто. Расставляйте приоритеты. Это то, что касается блока персонального развития. Вот здесь вопросы, комментарии какие-то есть? Да. Хорошо, попозже еще может быть много вопросов задать. Теперь частично я затрону ту тему, которую мои коллеги потом продолжат. Это у меня так, общие взгляды, мой личный опыт. Да? Поиск работы. У меня для всех студентов есть очень хорошая новость. Никто из вас без работы не останется. У всех будет работа. Есть очень плохая новость. Вам будет платить мало. Да? То есть вам будет платить меньше, чем вы ожидаете. Почему хорошая новость? Чем обоснована? Она обоснована тем, что уровень безработицы в России, он низок. По официальным данным у нас 900 тысяч безработных. А сколько у нас занятых вообще? Трудоспособных, сколько у нас людей? 50%. Нет, цифру назовите мне, сколько у нас? Не 50, меньше гораздо. Сколько? 40 миллионов. 80 миллионов у нас трудоспособных, где-то так, 60-80, где-то ближе к 80, да? При этом по данным классификации Всемирной организации труда цифра больше, 5 миллионов у нас безработных. Не 5, 4 миллиона безработных, это 5,2%. Даже 5,2% это маленькая цифра. Если мы смотрим по развитым странам, не говоря уже про Испанию, Италию, там десятки процентов, да, у нас очень низкий уровень безработицы. За счет чего он достигается? За счет того, что у нас низкая производительность труда. Зайдите в метро, что вы увидите? Будка сидит тетя, да? А нет, еще до будки не тетя. Вы заходите в подземный переход, там охранники ходят, там, с кокардами, там, да, их несколько человек. Потом тетя, после тети еще несколько человек, там, которые вот здесь там, они проверяют, там, да, вы спустились, там еще тети вот с этими вот флажками, еще 4 в длинных сапогах полицейские ходят. Там, да. Вот зайдите в метро, Венское метро. Сколько человек? Ни одного. Машиниста даже нет в поезде. Да? Вот это уровень производительности труда там просто. Да? Вот именно он очень четко характеризует уровень развития нашей технологии. И куда ни посмотри, это во многих областях именно так. У нас институт там, охранников колоссальный просто, там, да, вы тоже видите, вот этого персонала, не обладающего никаким интеллектом и не имеющего никакой добавленной стоимости, их масса. Поэтому работа вам будет, да, то есть и у нас еще уровень смертности, посмотрите. Будут ли вам платить достойно, это большой вопрос. Теперь ситуация будет ухудшаться.
Почему? Поскольку рынок, он не растет. Вот я сейчас смотрю по своим клиентам, у меня там бывает такое, что в крупном холдинге финансовый директор или там какой-то вице-президент там, по коммерции, они сидят десятками лет, они не меняются. Это вообще непонятная тенденция. Да? То есть высокооплачиваемые интересные места, они не освобождаются, они уже заняты людьми. Там сидят мои сверстники. Они вас не пустят на свое место там просто. Да, вы будете руководствоваться там, позициями там, клерков каких-то, начальников отделов максимум. У вас есть потолок просто. Пока рынок не начнет снова расцветать, там, да, пока не пойдет иностранный капитал, пока технологии не пойдут, это будет все таким образом обстоять дело. Но я вижу о том, что в нишевых областях открываются новые возможности. Это технологии. Нет технологов вообще. Вот у меня по старому месту работы я искал технологов металлообработки. Их нет. Там, средний возраст технолога 56 лет, допустим. Там, да? Нет инженеров во многих областях. Отсутствует IT, потребность есть всегда. Помимо этого, есть целый слой вечных профессий, как я их называю. Это то, что люди делать умеют руками. Вот я очень, кстати, уважаю это направление. Там, я не понимаю, почему оно активно не наполняется там, студентами, там, слушателями. Там, профессии там, ветеринары, условно говоря, там, да, медицинское направление какое-то. Это то, что востребовано всегда. Вот оно всегда нужно. Опять-таки, мы говорим в большей степени про профессионалов. Мы не говорим просто, получил диплом медика, иду там в журналистику или еще куда-то. Да, это крайний случай. Теперь, есть еще очень много интересных вещей. С чего надо начинать поиск работы? Надо начинать работу с лидеров рынка. Надо идти в топовые компании. Не надо идти на компромисс. У нас в народе, к сожалению, есть там такой подход о том, что я вот пойду, куда-то поучусь к уважаемым людям, там, вот я такой зеленый, я вообще ничего не стою, вот пусть меня научат, я могу бесплатно поработать там даже, да, а вот потом, через несколько лет, я там выстрелю. Ерунда полная там, да, нужно сразу идти в лидирующие компании, занимаешься там, условно говоря, там, я не знаю там чем, консалтингом, там, да, иди в топовые консалтинговые компании, именно там тебя научат делать работу. Занимаешься там инжинирингом каким-то, иди в топовые инжиниринговые компании. Медицина, иди в лучшие места. Нет этих мест в России, езжай за рубеж. Получай навыки там просто. Да? Потому что вот здесь вот у нас, нас отличает замкнутость. Мы развиваемся вот в своем российском этом мире. У нас есть огромная ограниченность там, нашим вот этим верхом. Мы видим границы. И вот у нас вот так вот лошадь бежит, вот так вот она вперед, там, да? Она бежит только внутри. Сейчас, опять-таки, в то время, когда ограничен доступ к технологии, важно получить доступ к ним, научиться. Если вы получите знания современных технологий, это будет такое огромное преимущество. Там, да? Ко мне тоже там ребят, студенты подходят, говорят, вот, там, ага, вот я вот окончил, куда мне идти, вот мне может туда на север поехать. Я говорю, хорошо, ты едешь на север, давай моделируем ситуацию, да? Ты едешь на север. Какой у тебя уровень дохода? Считаем, оказывается, уровень дохода, чтобы штаны там поддержать просто. Там, да? Нет огромных зарплат уже на северах, тех, которые были раньше. Что ты профессионально получаешь? Ну вот там. Он начинает перечислять технологии. Это технология вчерашнего дня, это не технологии современные. И это не технологии будущего. То есть он, по сути, встает на один уровень с теми там, людьми зрелыми, которые сейчас работают в этих технологиях. Он не создает себе будущего. Там, да? Я поэтому говорю выпускникам зачастую, особенно технических профессий, езжайте туда, где максимальная экспертиза по этому вопросу. Опять-таки, там, область нефтегаза, мне кажется, может быть, я ошибаюсь, это опять-таки та же самая Норвегия, там, да, она очень сильна в области нефтедобычи, Голландия, Нидерланды. Если это там, не знаю, там, IT-сфера, там, у нас есть Соединенные Штаты Америки, там, Япония, возможно, что-то еще. Нельзя тратить время там, да, то есть да, нету здесь большой разгонной полосы для того, чтобы разбежаться, разогреться, а потом вступить в дело. Нет такого там просто. Вы теряете время. Да. А может быть, есть какие-то методы обучения целеполаганию молодежи, да? Потому что многие задаются таким вопросом, а что делать? Они не знают просто, куда идти. Вот ради этого мы сейчас и собрались. Мы это ровно обсуждаем, чтобы вы задумались. Но с другой стороны, вот этого всего недостаточно, потому что с каждым надо отдельно поработать. Там, да, вот ты как бы опередил мой тоже там вопрос. В идеале у успешных людей, у каждого из них есть тот человек, который в жизни направляет, который помогает выстраивать цели, механизм по их достижению, отслеживать эти цели. В цивилизованном мире это реализовано, собственно говоря, этот механизм. Это называется там, не знаю, как это называется? Менторство это называется. Там, да, кто-то коучинг его называет, там, так и далее. Вот это вот есть.
А нам этот коучинг обеспечивают в большинстве своем родители, либо наши старшие родственники. Они обеспечивают. Но важный нюанс. Есть определенный уровень. Вот они дошли, особенно если они находятся в Башкортостане, у них есть все. Вот они тебя достигли, они говорят, все. Вот тогда дальше некуда просто. Я дальше не могу тебе говорить. Это уровень высший пилотаж. Все, я дальше не владею этим предметом. Да? Соответственно, вы должны найти себе в своей сфере обитания такого ментора, который вам будет дальше помогать вас вести. Это огромная недоработка, которая у нас есть. Вот мы от этого очень сильно страдаем. Да, вопрос. А с чем это связано? Вот раньше, допустим, не было раньше различных тренингов, да, в 90-х годах. Люди как-то определялись. А сейчас столько тренингов. Нет, но здесь не только с поколением связано. Вопрос хороший. По сравнению с 90-ми возможностей открылось гораздо больше. Много профессий сейчас, которых вообще раньше не было. Просто их не было. Там, да? Их очень много, собственно. Это раз. Во-вторых, меняется среда. Да? В 90-х мы жили в наследии Советского Союза. И тогда либо что-то не изменилось с того времени, и не было необходимости во внешнем вот этом менторстве, либо изменилось все, и никто не знал, куда бежать и что делать, собственно говоря. Сейчас у нас более-менее стабилизировалась ситуация, понятны правила игры, мы все же вошли в цивилизованное положение вещей, и поэтому этот институт очень важен. Очень важен. Сейчас просто больше выбора, и человек... И выбор больше, там, в том числе. Там, да. Мир сложнее. Информация, вас же захлестывает информацией. Вы садитесь в свой планшет, в свой ноутбук, вы часами не можете оторваться оттуда, потому что у вас идет перехлест информации очень сильный, там просто, да, страшный перехлест информации. Поэтому, кстати, вот тоже там мои друзья рассказывали, в британских вузах, в британских колледжах и школах детям запрещено пользоваться телефонами. К примеру, у детей вы просто отбираете планшеты и телефоны, они идут, чтобы учиться, у них нет внешнего вот этого фона. У нас огромный фон информационный, в котором мы тонем просто, мы теряемся. А важно отделить, важно правильно использовать свое время. Время – ценнейший ресурс. Поэтому, как я говорил, работу нужно начинать с лидеров. Почему? Потому что знание, максимально ваша способность к знаниям, она в молодом возрасте. Сейчас вы по максимуму, на вас ложится это все. Способность к обучаемости высока. Вот мне сейчас чему-то научиться сложнее, чем вам. Тем не менее, я тоже занимаюсь самообразованием, об этом я чуть позже расскажу. Сейчас вы создаете свою стоимость, у вас прирост сейчас максимальный. А если вы пойдете к какому-то своему дяде, бумаги перекладывать, чтобы войти в тему, это трата времени просто абсолютно. Теперь, я частично начал, не работайте бесплатно, уважайте себя, уважайте свое время. Либо если вы работаете бесплатно, сознательно это идите, то есть это волонтерство, это моя личная позиция, это благотворительность какая-то. Но если речь идет о профессиональной деятельности, зарабатывайте по максимуму. Здесь важно получить максимальный отклик на то, что вы вкладываете. Вообще работа любая, это бизнес. Вот я ее воспринимаю как бизнес. То есть я выхожу работать, и мне говорят, мы договариваемся об условиях финансовых, да, сколько я стою. Он мне говорит, я тебе буду платить 200 тысяч рублей, условно говоря. Да? Хорошо. Сколько я буду работать? У нас в субботу тоже придется поработать. Соответственно, я считаю стоимость своего труда не 200 тысяч рублей в месяц, а я делю на то время, которое я в итоге работаю на этом месте работы. Естественно, я буду стараться продать свое время как можно дороже. И поэтому ваше развитие карьерное – это успешность вашего бизнеса. Вы делаете бизнес. Почему? Что вы продаете, что вы покупаете? Вы продаете свое время, здоровье, навыки, отношения. Вы продаете все. Что вы получаете? Вы получаете компенсацию, бонусы, самореализацию какую-то, интерес. Вот что вы получаете. И поэтому вам нужно отслеживать успешность своего бизнеса даже при построении карьеры по найму. Очень важный момент. На это нужно смотреть. В динамике отслеживайте успех. Как у вас бизнес лучше, хуже идет. Теперь, опять у меня отдельный тоже слайд, который призывает рассмотреть возможность получения опыта не только в пределах России, особенно технические специальности, конечно, касается. Вот я был бы техником, я бы пошел получать экспертизу туда, где она есть. Эту экспертизу нужно получить. Мне кажется, важный момент. Плюс ко всему, прежде чем вы начинаете поиск работы, опять-таки поймите, что есть естественные ограничители, с которыми вы ничего не можете сделать. Есть такое понятие, называется стеклянный потолок. Glass ceiling. Что такое стеклянный потолок? Есть предел, выше которого в организации не прыгнете, по разным обстоятельствам.
Объективно это есть. К примеру, там, в иностранных компаниях предпочтение отдается иностранцам, в отдельных из них. Да? И вы не можете выйти за рамки там, определенной позиции руководителя департамента, к примеру. Либо где-то вы станете вице-президентом, президентом вы не станете никогда, потому что есть культура внутренняя. Там, да? Наиболее просто с этим вопросом у американцев. Они наиболее в этом плане действительно там, как толерантны, демократичны. Там, да? Там нет, в принципе, ограничений вашего карьерного развития, зависит только от вас. Но посмотрим там, на британские те же там, самые фирмы в области консалтинга. В Лондоне представлено там, более сотни национальностей. Ты смотришь список партнеров, там все партнеры локальные. Там, просто, там, да? То есть это тоже есть такие нюансы. О них не говорят вслух. Но вы же анализируете, вы тоже должны понимать, что есть там такие особенности. Да? Анализируйте, прежде чем куда-то идете в работу. И здесь как бы не в вас вопрос. Вопрос в том, что есть такая среда. По поиску работы есть еще вопросы какие-то? Мне, да. Вашим проблемам что? Потому что схемы требуют наличия опыта работы. Где? Где? Ну, в топовых компаниях или в целом. Вот действительно в топовых компаниях выстраивается чаще всего пирамида. Там всегда есть уровень, вот этот начальный уровень. Всегда. Поэтому у них идет ротация. Вот сейчас у меня в компании, у меня вот такой вот прямоугольник. Там, да, я считаю, что это неправильно. Что я буду делать? Я буду его превращать в треугольник. Там, мне нужна пирамида. То есть мне нужен вот этот уровень. Нижний уровень, он очень пассионарен, он способен к обучаемости, он дешев. Там, да? Поэтому вот такая вот бизнес-модель мне интересна. Вот такая мне неинтересна. Там, да? Потому что здесь застой, это дорого, хотя очень высокая экспертиза. Мне нужна вот такая вот просто. Во всех топовых компаниях у них есть начальный уровень, надо смотреть. И там без опыта. Я именно говорю поэтому, вы заходите в топовые компании сразу после института. У них позиция, это юридические компании, это там консалтинговые компании, это ритейл. У них есть программа развития персонала как раз. С самого начала. Вот туда вот и нужно. Развитие без конца, оно не останавливается никогда. На то, чтобы это опять-таки зависит от способности. Я приведу пример. Там, да? Вот сейчас, если ты ко мне приведешь клиента какого-нибудь там, на несколько сот миллионов, там, да, я тебя сразу поставлю заместитель руководителя департамента продаж. В момент просто. Там, вот так вот. Сразу же. И это не просто слова, там, да, собственно говоря. Могу даже позицию партнера дать сразу после института. Это вопрос в том, как ты себя зарекомендуешь, чем ты себя проявишь. В среднем, опять-таки, чтобы дорасти до нормальной стоимости, 3 года ты уже будешь стоить существенно больше, нежели ты стоил. В Москве, мне кажется, там, ну сколько, коллеги, мне кажется, там 4-5 лет и уровень зарплаты там 100 тысяч рублей, вон все, ты его добил. Можно быстрее там даже его добить. Ну не во всех компаниях. В крупных Но в крупных компаниях это так, в лидерах рынка это так. Да. В госслужбе, грубо говоря, ты не займешь непосредственно там вышестоящий. В госслужбе я вообще не эксперт, собственно говоря, да, и вот какой позиции придерживаюсь я ее озвучу, но не значит, что она для всех актуальна. Ваша профессиональная квалификация в идеале должна вам позволять работать в любой точке мира. Почему? Это обеспечит вам свободу. Вы тогда будете свободны. Если ваша профессия дает такую возможность, это здорово. Это роскошь исключительная там просто. Да? Вы можете получить контракт везде. Ну вот у меня вот такое видение там, собственно говоря. Хорошо, перейдем к следующему примеру. Вы нашли меня. Да. А вот как вы отбираете людей на работу по сайту HeadHunter? Отбор следующий происходит. Вот как сейчас происходит, да? HeadHunter, все пользуются HeadHunter, никто не брезгует, там, собственно говоря, этим ресурсом, даже самые топовые компании. Туда идет набор на начальные позиции, средние какие-то. Топовые позиции мы ищем либо по контактам, что очень важно, либо мы ищем через топовых рекрутеров. Это там Wardhowell или Cornerstone, вот такого уровня компании. Там также есть такие места, как, ну, допустим, начальник отдела, да? Уже с опытом требуется. Да. Ну вот начальник отдела мы будем искать. Как вот туда вот попасть? То есть тебя все время сливают в общую массу. Не понял, сливает. Ну, то есть твое резюме как бы все время сливается. Где оно сливается? То есть отклоняется. Где? В HeadHunter? Да. Нет, ну по HeadHunter опять-таки вопрос, насколько у тебя качественно подготовлено резюме и насколько ты на самом деле хороший профессионал. Вот тех, кто хорош,
их под HeadHunter очень быстро, там, система фильтра уже есть, мы очень быстро находим, кто нам нужен, там, собственно говоря. Бывает определенное количество кандидатов, 10 кандидатов. HR сначала, то есть сначала я, естественно, в HeadHunter не сижу. У меня есть руководитель HR, который организует эту работу. Я им пишу, мне нужна вакансия, там, мне нужен человек такой-то, такой-то функционал, такие-то квалификации, приблизительно там, такие-то ожидания по зарплате, потому что они действительно обсуждают. Если сильный кандидат, я готов платить премию к своим ожиданиям, там, да, каким-то. И ко мне, она собеседует людей, и ко мне приходят только те кандидаты, которые она считает, что более-менее достойны вот этого обсуждения. Я собеседую, принимаю решение, все. Такая машина. Но топовые позиции в идеале нужно, конечно, там, вот я по рекомендации наиболее важны. Особенно чувствительная область – это финансы, бухучет. Потому что бухгалтера это должны быть доверенные лица, понятно почему, собственно говоря, там, да, там опять-таки через какие-то общие контакты ищутся такие доверенные люди. Более того, истинных экспертов, там, каких-то гуру, их рынок знает. Их вот по пальцам даже в Москве можно пересчитать. Там, да? Преимущество Москвы заключается в чем? По сравнению, к примеру, с Уфой. В Уфе ты можешь пойти в 5 мест, предложить свои услуги. В Москве ты можешь пойти в 500 мест, предложить ровно те же самые услуги. Это широта рынка. Рынок московский он огромен. Вот в этом преимущество. Но вы должны предложить качественный товар на рынок. Понимаете? То есть вы должны не просто сказать, я вот выпускник, как это институт называется, где мы находимся? МИДХТ. Вот я выпускник МИДХТ. Ну и что дальше? И еще что к этому прикладывается? Что еще? Вот вопрос у меня нет в программе, я его обязательно задам, потому что меня очень сильно волнует. Там, да? Когда мы учились в университете, каждое лето мы работали, практически каждое лето мы трудились там. Да? Почему? Потому что была ли в этом объективная необходимость? Иногда была, иногда не было. Но была такое внутреннее понимание о том, что это нужно. А сейчас я наблюдаю о том, что студенты летом, там, я просто там тоже понимаю, там, сенокос, кто-то на море поехал, там, да, что-то, отдыхают люди там просто, да, но вместе с тем лето это же прекрасная возможность пройти какую-то стажировку, там, да, получить какие-то навыки, поехать по программе обмена куда-то в Европу, кто-то ездит, кстати, там, да, но просто этих людей мало. Когда мы учились, это был каждый второй ездил, там, да, это возможность выучить язык там какой-то, огромные возможности, и вот лето там, вот оно проходит лето, вот оно прошло там, да. Увидел родителей, все хорошо, но оно прошло бездарно, так признаю. Вот есть и такой момент. Это в плане критики. Мое видение. Теперь по поводу работы интервью. Все, у вас есть необходимость там, пойти на интервью. Каким образом? Зачем ходить нужно на интервью? Мы затронули. Первое, банальность, устроиться на работу. Второе, мониторить свою стоимость. Ходите на интервью, я надеюсь, что все ходят на интервью, наверное, там, да? Сколько мы стоим, что на рынке происходит. Следующее, оттачивать свои коммуникативные навыки. Потому что, как кто-то уже, у нас был Курултай молодежный, я тоже слушал часть выступлений, там лектор один говорил, есть технические навыки, а есть soft skills, такие мягкие, как буквально перевод на русский язык. Да? Это не технические навыки. Технические навыки, я надеюсь, вы все получаете. А вот эти коммуникационные навыки, их нужно развить. Они развиваемы. Не надо думать о том, что вот если вот ты не умеешь говорить на публику, общаться с ними, что это full stop. Это не так. Их можно развивать. Их нужно развивать. Поход на интервью – такая шикарная возможность. Прийти в стрессовой ситуации, просто пойти и претендовать на что-то. Там, да? Опять-таки, то, что я не понял ранее, еще одна из наших проблем – мы претендуем, мы себя недооцениваем, мы дешево себя продаем. Мы говорим, прочитал там вот, описание вакансии, какие умные люди, видимо, есть на рынке, которые там претендуют на такие позиции. Ну вот я вот через несколько лет, я, наверное, буду такой же там бизон там, да. На самом деле, люди, вот я вижу там наиболее там, которые там ушлые, успешные, они говорят, приходите на интервью, ты спрашиваешь, ты это можешь? Могу, да, могу. А вот это можешь, вот завтра смогу уже тоже там, да, быстро. А вот это сможешь? Я думаю, что да, я за это возьмусь, я берусь за это. При этом, вы понимаете, что всегда нужно закладываться чуть-чуть больше, нужно себя продавать дороже. Кто вас, кроме вас, продаст? Да никто. Кто вас, кроме вас, преподнесет? Никто вас не преподнесет. Будьте уважительны к себе, там, претендуйте всегда на большее. И на интервью можно ходить что-то на большее. Теперь, перед интервью что нужно сделать? Прямо вот конкретно можете там записывать, там, да? Заведите нормальный имейл, наконец-то. Дурацкие имейлы поменяйте. Либо у вас должен быть один профессиональный имейл.
ilgiz.buimratov@gmail.com. Все, вот такой вот email. А не там какие-то там. Я столько имейлов видел там, абсурдных совершенно. Да? Вот не должно быть, это отношение формирует вам. Я вижу такой имейл, у меня уже минусик такой нарисовался уже там, просто по отношению к этому человеку. Далее, банальности, но я их должен сказать. Там, да? Потратьтесь на качественный костюм, хорошую рубашку, туфли должны быть тоже нормальные. Там. У вас должен быть один комплект одежды такой для профессиональных каких-то походов. Там, просто. Он должен быть. Деньги потратить, это в себя инвестируйте просто. Это должно быть. На интервью являйтесь вот прямо как с картинкой, обязательно, в обязательном плане. Желательно, чтобы у кого есть резюме? У кого есть резюме? Вообще ко всем вопросам. Резюме есть у 95% нашей аудитории. Там, да? Это очень хорошо. Это очень хорошо. У меня тоже есть резюме. Я его регулярно поддерживаю в форме, там, да, регулярно его обновляю. Это очень важно. Важно, чтобы рынок знал, как ты движешься вообще, как ты развиваешься. Люди следят, люди друг на друга смотрят, это надо понимать. Вы не в вакууме находитесь там просто. В идеале к резюме нужно, чтобы были у вас сопроводительные письма. В интернете есть много там каких-то проформ этих писем. Собирайте в течение времени рекомендательные письма, они очень сильно помогают. Высылайте работодателю резюме, рекомендательные письма тоже прикладывайте. Очень поможет. По поводу встреч. Назначили время, приходите вовремя. Не приходите раньше, не приходите позже. Придите вовремя. Придете вовремя, будет хорошо. Меня ужасно раздражает, когда опаздывают там на встречу. Да? Я могу вообще отказаться от встречи. Но меня еще очень сильно раздражает, когда человек за 20 минут до встречи приходит, звонит, я внизу, я жду. И я начинаю нервничать просто, потому что там я понимаю о том, что там кто-то ждет, потом кто-то еще ждет, еще один такой же позвонит, за час приедет, скажет, я уже все, я здесь, да, я готов, давайте со мной общаться. Вовремя приходите. Это тоже точность, вежливость королей. Перед интервью важно понять, о какой компании идет речь. В интернете почитайте. Если кто-то у вас работает, переговорите с людьми. Человек, с которым вы собеседуете, про него найдите информацию. Там, да? Какие-то статьи его почитайте, что ему интересно. Почитайте, там, не знаю, социальные сети, там, LinkedIn, почитайте, что он собой представляет. После этого, перед встречей, вы должны понимать, что вы предложите, в чем ваше преимущество. Вот вы придете и скажете, вот я хочу, мне интересна ваша вакансия. Там, да? Он скажет, хорошо, вот я бы задал вопрос, а почему я должен вас взять на работу? Почему? У вас должен быть ответ на этот вопрос. Преимущество. 1, 2, 3, 4. Если вот вы мне скажете 1, 2, 3, 4, а у меня аналитический склад ума, для меня будет сказать, вау, вообще супер. Там он структурирован, он понимает или она, чего она стоит. Для меня это будет большое преимущество. Следующее, как бы банальность, там, да, но она очень важна. Во время интервью смотрите в глаза. Обязательно. Более половины молодых вот этих вот соискателей, выпускников, студентов, не смотрят в глаза. Вы не умеете смотреть в глаза. Вы боитесь смотреть в глаза. Это большой минус. Вот для меня это очень длинный минус. Скорее всего, такого человека я не возьму. Почему? Потому что он в себе не уверен, я делаю вывод. Там, да? Я не могу считать его реакции, я его не чувствую, у меня нет с ним контакта. Глаза очень важны. Боитесь смотреть в глаза, у некоторых людей очень тяжелый взгляд, это я осознаю. Там, да? Смотрите на переносицу, вот просто смотрите, он не заметит, что вы смотрите на переносицу. Но вам будет легче психологически там просто. Да? Это такой, есть такая там тоже техника. После этого, в идеале, это там высший пилотаж, начните общение, там есть такое понятие, как small talk. То есть надо о чем-то поговорить, отвлеченном от темы. Там, да? То, условно говоря, он приходит, там, говорит, ой, я там вот весь там что-то устал, долго летел. Вы спрашиваете, откуда вы летели? Что вы так устали? Условно говоря, вот я там прилетел, там, условно говоря, из Астаны какой-то. Вы говорите, о, Астана, так вот то-то, я тоже знаю про этот город, условно говоря. Что какой-то взаимный контакт должен быть установлен. Там, да? Вот это должно быть естественно легко. Со временем это нарабатывается. Это не то, что сейчас этого нет и этого никогда не будет. Это неправда. Это приобретаемый навык, собственно говоря. Следующее. Там, да? В идеале нужно отзеркаливать позиции, движения, какие-то невербальные вот эти жесты вашего коллеги, с кем вы разговариваете. Там, да? То есть если человек... Это у вас само собой будет получаться, если разговор будет складываться. Там, тоже следите за реакцией. Очень интересный пример сейчас. У меня есть один сотрудник,
который очень сильно мотивирован внутри, он полностью отдается работе, у него есть одна маленькая, большая проблема. Какая? Он косноязычен. Вот он начинает разговаривать. А не соблаговолит ли уважаемый, всеми уважаемый нами, не только мной и всеми моими коллегами, заместитель генерального директора, обсудить с нами тему, касающуюся, вот это у него такой, он только начинает разговор. Там, да? Я уже сижу, уже все, уже там просто, там, будь лаконичен, там просто, научись свои мысли излагать. Опять, как часть собственного развития, походите на курсы ораторские какие-то, коммуникативные курсы, они есть, время потратить. Копейки стоит это, собственно говоря. Вы научитесь разговаривать, с людьми общаться. Важный момент, там, излагать свои мысли правильно, очень важно. Теперь, интервью, на интервью поговорили, обязательно делаем вывод в ходе интервью. Там, да? Вот, все, он все вопросы свои задал, допустим, я задаю конкретные вопросы. Я говорю, окей, заканчиваю я, как правило, такими словами. Окей, я все понял, у вас какие вопросы ко мне? Часто это формально, типа, нет, никаких вопросов, все. Спасибо большое, что время нашли со мной поговорить. А я бы что сделал на это? Я сказал, спасибо большое, мне в принципе понятно, я изучил вашу компанию до этого, мне очень хочется быть с вами. Скажите, пожалуйста, а вот следующие шаги какие? В принципе, я вам подхожу, вот почему бы сразу не спросить там, да, как вы считаете, у меня есть шанс на то, чтобы продолжить дальше работу вот именно с вами, посотрудничать с вами? Задавайте такой вопрос. Задавайте вопрос, какие следующие шаги, что дальше-то планируется, что дальше будет? Тоже нужно спрашивать. После того, как интервью прошло, обязательно нужно получить там фоллоуап, обратную связь. Даже если вам отказали, поймите, потратьте время, почему вам отказали. Дозвоните до HR, скажите, там, честно скажите, вот, почему, я бы очень хотел знать, в чем здесь вопрос, в какой части я не подошел, какой нюанс, мне очень важно знать. Вот, опять-таки, просто там, по-дружески объясните мне и делайте выводы. Там, да? Если вы уже договорились, все, он говорит, отлично, мы вас принимаем. Это важный момент, почему в трудовом договоре все нюансы, все договоренности должны быть прописаны. На словах, что сказано, никакого значения просто, да, никакого. Человек уволится, либо останется, скажет, не помню, все ваши там бонусы, все ваши преференции, все ваши отпуска академические должны быть прописаны в трудовом договоре. Потратьте время, но это того стоит. По интервью есть какие-то вопросы, комментарии? Это вот я свое видение, как тот, кто интервьюирует. Там, да. Вопрос вот такой из личного опыта, допустим, а как устраиваешься на работу, и, допустим, как бонусы прописать? То есть многие же от этого уходят, никто про это не будет говорить, но я как бы понимаю, что ответ там в том, что если ты классный специалист, ты просто скажешь, не хотите прописывать, станешь ювелиром. Нет, я бы сделал следующим образом, да, я бы попросил имейл, даже тот же самый там от руководителя HR, в котором было написано о том, что условия бонусные формулируются в течение 3 месяцев там, с даты подписания трудового договора. Должна быть хоть какое-то свидетельство должно быть о том, что такой разговор был. Хотя бы имейл, чтобы его распечатать, ну и сказать, слушай, дорогой, вот это было там, да, о чем мы говорим, какие ты ко мне сейчас предъявляешь там, вот, мы договаривались. Таким образом, путем бы я бы пошел. Можно еще вопрос? Да. Вот в технических отраслях, вот, в том числе в IT, для разработчиков, для дизайнеров, там, для инженеров, есть такая проблема, что у нас HR как бы в стране и в частности в Москве, большинство из них они не умеют собеседовать таких людей. И, то есть я это на своем личном опыте знаю, на опыте своих друзей. То есть у меня много друзей-разработчиков, например. И если человеку повезло, он попадет сразу, например, к начальнику отдела, и там все нормально. То есть он-то может оценить реально человека, но в больших компаниях реально с этим большие сложности. То есть собеседуют тебя HR, которые вообще ничего не понимают в этом. Они отбраковывают тех людей, реально классных специалистов, это вот 100% можно сказать. То есть они сами некомпетентны в этой отрасли, и у большинства специалистов складывается такой рефлекс. На собеседовании с HR они себя ведут одним образом, то есть показывают себя как будто, как у них там, как стереотипное довольно такое представление, образ себя показывают. А уже с начальником, когда они попадают, они уже ведут себя совершенно по-другому. Вот есть такая проблема. Да. То есть, но пока ты поймешь, например, со мной это было, пока ты поймешь, что, то есть ты такой оцениваешь HR сам взглядом, такой, какой он сам адекватный, то есть
при первом контакте пытаешься оценить степень его адекватности в этой области, и ты начинаешь, как бы, если он не совсем адекватен, но ты понимаешь, что эта компания тебе интересна, ты начинаешь вести себя по-другому. То есть такая проблема есть. Реально. Такая проблема есть. Что бы я здесь бы порекомендовал? Я рекомендую пользоваться LinkedIn. Вот эта сеть профессиональная, там все адекватные люди, они там присутствуют в том либо ином виде. Писать напрямую, там, да, потому что LinkedIn это такая вещь, если ты относишься к ней серьезно, то ты не можешь игнорировать те как бы, там, сообщения, ту информацию, которая к тебе приходит, ты отвечаешь, по крайней мере. Здесь бы я напрямую обратился к руководителю, к которому ты хочешь попасть, и свое резюме туда бы направил напрямую. С коротким сопроводительным письмом. Там, да. Спасибо. Опять-таки, вот в интервью самом, там, да, я даже, можно задать такой вопрос, там, вы чувствуете, что интервью не сдается, спросите, у вас потребность какая, в чем проблема? Вы какую проблему мной потенциально хотите закрыть? Он говорит, мне нужно то-то, вот я четко сформулирую, мне нужно то-то, то-то, то-то. И, соответственно, вы же потом строите, окей, хорошо, я услышал, я вот эту проблему закрываю тем-то, здесь у меня есть такой-то навык, это-то я делал там на предыдущем месте работы. Все, помогите тому, кто вас собеседует. Теперь несколько слов по развитию карьеры. Есть правила карьеры. Там, да, вы можете про них где-то вычитать, можете не вычитать, они есть. Это объективная реальность. Часть из них я уже проговорил. Первое, воспринимать любую работу по найму как бизнес. Вот это запомните, пожалуйста. Там, да. Бизнес успешный, банкрот вообще бывает либо успешный. Следующее, всегда понимать свою стоимость на рынке и идти на дисконт к рынку сознательно, понимая о том, что каковы причины и мотивы такого решения этого дисконта. В идеале всегда, естественно, стремиться выбить максимальную стоимость. Теперь, особенность российская. У нас рост карьеры в России во многом обусловлен, ему способствует переход из одной компании в другую. Эта культура такая особенная, собственно говоря. Опыт показывает, потому что тот, кто периодически меняет место работы, но не раз в год, не раз в 2 года, там, да, но в периодичности там, раз в 5 лет, условно говоря, они растут быстрее. Потому что на новом месте они берут на себя, это те люди, которые говорят, да, я могу, ты можешь, да, я могу. Они говорят, да, я могу, и они действительно могут, либо необходимость в этом отпадает, но они получают дополнительную ступень, дополнительную позицию. И вот этими переходами они наращивают ускоряют свой карьерный рост. Поэтому смотрите, какая вариация для вас наиболее интересна. Кроме того, важный тоже, это мой опыт, который я его приобрел, рост в нишевых сферах карьерных, он происходит быстрее, чем в общем, нечто общее, условно говоря. В армии больше всего генералов где? В пехоте генералов больше всех там, да. Но при этом генералом проще стать не в пехоте, там конкуренция огромная. Там, да. Сколько генералов, сколько детей, сколько внуков, там, так и далее. Сколько успешных просто военных. В нишевых каких-то областях выделиться проще. Поэтому, если вы найдете свою нишу какую-то, новую тему, которая в Россию только приходит, либо то опережаете развитие рынка и в себе развиваете какие-то навыки, вы быстрее развиваетесь. Пример я там, допустим, дам. Консалтинговые компании, которые оказывают классические услуги, оценку, управленческие консалтинг, налоговый аудит. И тут возникает тема в России, она возникла, это актуарные расчеты. Там, да? Те люди, которые вовремя подсуетились и получили диплом там, актуария, международную сертификацию, они быстрее выросли в карьерном плане, там, да, допустим. Вот, хотя совершенно узкая область. На это тоже смотрите. Где конкуренции больше, где меньше. Следующее, то, о чем я говорил, в идеале у вас должна быть возможность работать в любой точке земного шара. Жизнь может по-разному сложиться. Там, да, вы должны иметь возможность реализоваться везде. Поэтому насчет профессии своей тоже подумайте, чем вы занимаетесь. Далее, комплексная оценка заработка, то есть не просто зарплата в месяц, а зарплата в отношении времени, которое вы посвящаете. Я готов и на 100 тысяч выйти, если буду тратить на это 2 дня в неделю. Там, да? То есть тоже нужно взвешивать все плюсы и минусы. Важный момент тоже такой, есть аксиома, это незаменимых людей нет. Как бы жестоко ни звучала эта фраза, это правда. Да? Поэтому вы должны учитывать этот фактор, и когда вы работаете со своими подчиненными, со своими сотрудниками, и когда вы работаете на кого-то. Да? Незаменимых людей не бывает, это иллюзия. Теперь я уже там близок к завершению, поэтому прошу набраться терпения. Очень важная область, тем не менее.
Тоже об этом вам мало кто расскажет, поэтому послушайте внимательно. Это аксиомы работы в коллективе. Коллектив – это целая жизнь, это целое государство. Что важно в коллективе? В коллективе важно иметь некий определенный кредит доверия, понимать его лимиты и его оправдывать. То есть вас принимают на что-то, на то, чтобы что-то делать. Постепенно, с ростом вашей компетенции, вашей пользы, этот кредит доверия, он расширяется. Вы занимаете этот плацдарм. Дальше так, и таким образом идет ваше развитие. Если у вас кредит доверия ограничен, и он не может быть снят, не тратьте время. Вы тратите тогда свое время, перейдите в другое какое-то место, если не идет расширение этого кредита. В любой компании существует группа влияния. Если вы чего-то стоите в организации, если вас уважают, с вашим мнением считается, вы будете в какой-то из групп влияния. Вы не можете быть вне групп влияния, там, такого не бывает. Либо вы один представляете собой некую группу влияния, собственно говоря. Там, да? И это тоже учитывайте. Для успешного карьерного продвижения вы должны понимать, что есть группа влияния, кто ими руководит, какие силы за этим стоят. Опять-таки, в идеале в организации нужно общаться с человеком, принимающим решения. Нужно иметь доступ к нему. Ну, это, там, не знаю, по максимуму это уровень генерального директора, либо акционера. Иметь как можно меньше промежутков, которые между вами. Кто-то там начальник департамента, к начальнику департамента придет начальник отдела и скажет: вот там, Ильгиз очень хорошо отработал, но я ему очень сильно помог. Начальник департамента пойдет выше и скажет: я вот очень хорошо отработал, ну и мои сотрудники там что-то там тоже не облажались, условно говоря. Там, да? То есть вот эти вот все вещи, регалии, они теряются. Но в таком случае, как коллектив на тебя будет смотреть, если ты будешь ходить? На кого? Ну, если ты будешь обращаться, допустим, вот сказали, генеральный директор. Если у тебя есть, если таким образом построено отношение, то это здорово там просто. Коллектив на тебя будет смотреть с улыбкой в лицо. А что дальше, это не суть важно там просто. Мнение будет складываться, вот, а что ты туда ходил? Нет, смотри, если ты туда ходил, значит тебя там приняли. Там. Если ты туда ходишь регулярно, это значит, у тебя есть определенный кредит доверия, ты с собой группу какую-то представляешь, с которой считаются. С тобой начнут по-другому общаться просто. Если удастся этого добиться, это очень хорошо. Есть много ненужных слоев, вот этих вот промежутков, которые тебе не нужны. Это потеря времени просто. Есть важный момент по информации. Есть закон информации. Закон информации течет всегда вверх. Всегда. Если вы в рамках организации что-то сказали, где-то там в курилке, в столовой, куда-то, да, вы должны понимать, что эта информация может и, скорее всего, дойдет наверх. Особенно, если она имеет негативный оттенок. Учитывайте это. По большому секрету всему свету, вот это ровно так. Там, да? Поэтому профессионально, на работе ведите себя профессионально. И позволяйте себе суждение только профессионально. Потому что информация всегда дойдет наверх. Еще следующее правило информации. Кто первым доносит информацию до руководителя, тот и воспринимается наиболее конструктивно. То есть, если там кто-то, там, произошел спор, первый спорщик прибежал к руководителю, ему рассказал об этом споре, своей трактовке, ему будет верить больше, чем второму спорщику. Это есть такой нюанс. Корпоративные законы, они очень жестокие зачастую. Они не жестокие, они очень жесткие. Там, да? И надо это осознавать, надо это принимать там просто. Чтобы иллюзий никаких не было. Информация имеет свойство искажаться. Чем больше, там, скажем так, звеньев, тем более невообразимой формы информация принимает. Поэтому важно с человеком, принимающим решение, желательно напрямую общаться. Вот это вот чуть-чуть. Вот здесь какие-то вопросы, комментарии по этому есть. Завершить я хочу свое выступление несколькими словами про брак, потому что очень важный вопрос для большинства здесь присутствующих. То, о чем там Ирамиль вчера там говорил. Удачный брак гораздо важнее, чем ваше самое блестящее образование. Для любого, для девушек, для парней. Закон номер один просто. Там, да? Неудачно женитесь, неудачно выйдете замуж, на своей карьере можете поставить крест. Просто у вас ничего не получится. Либо все будет очень нехорошо, там, собственно говоря. Там, да. Поэтому вот этому вопросу большое внимание нужно отразить. Вы будете сидеть на работе, голова будет думать совершенно о других вещах, ни о какой работоспособности речи не идет, можете все свои там, мечты, цели какие-то там положить под стол, там, собственно говоря. Вот важный момент. Удачи еще раз, ребята, девушки. Выбирайте свою вторую половину осознанно,
Это очень важный вопрос. Важнее вашего образования, которое вы сейчас получаете. В чем это А заключается? если уже выбрал, то уже важно, конечно, получается. Нет, если выбрал, но опять, если говорить про парней, там, да, здесь мое мнение такое, что мужчина, если с одной не сможет жить, там, да, с другой там тоже шансы, там, собственно говоря, тоже они нарушаются. Там, надо в себе покопаться, а не в другом человеке. Здесь надо на себя посмотреть, что я делаю там не так. Но я просто имею в виду тот базовый вариант, опять-таки, как наиболее просто, там, как наиболее эффективно к этому вопросу подойти. Чем меньше различий, противоречий, тем более все гармонично. Это понятно, здесь нет никаких придумок. Если у вас общие интересы, общее сходное образование, сходный возраст, сходный там, язык, интересы, культура, вы наиболее